Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. День и час, который изменит вашу жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим, что за день, что за час и как поменяется ваша жизнь. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Мои хорошие, отсыпочка у нас общая, вы все разные. Пожалуйста, чужого не берите, но и свое не пропускайте. Но раз вам попалось это видео, значит, здесь явно будет информация и про вас, и для вас. Так, ну смотрите, первое событие. Здесь разгорается костер между мужчиной и женщиной. Причем, смотрите, как показывают, женщина маленькая и хрупкая, а мужчина большой и сильный. Возможно, вы действительно миниатюрная девушка, либо мужчина, который меня смотрит, да, вы высокий, там больше 2 метров роста. Это для мужчины и женщины одинаково идет предсказание. Здесь костер разгорится под знаком Девы, и двоечку показали. Может быть, это 2 число, а может быть, именно вот союз пара образуется. Опять же, вы все разные, абсолютно разные, мужчины и женщины меня смотрят. Для кого это предсказание? Это для тех, кто чувствует холод, да, у кого нет половинки, кто хотел бы создать семью, создать отношения, найти свою настоящую истинную любовь. Для тех, возможно, кто и не очень этого хочет, либо, например, опасается. С одной стороны, да, хочу, а с другой стороны, побаиваюсь. Но вот вижу, что будет союз под знаком Девы. Просто посмотрите в астрологический календарик, когда у нас начинается Дева и заканчивается. Я, признаюсь честно, астрология — это не мой конек. Единственное, что я помню, это, по-моему, середина августа и ближе к концу сентября, да, вот как в 20-х числах сентября, то ли 23-го, то ли 24-го, по-моему, Дева заканчивается. Но могу ошибаться. Вот. Не хочется мне лезть в свои астрологические бумажки, это просто очень много времени займет. Ну, вы проверьте, вон, загуглите и все узнаете. Вижу, что пара образуется. Причем союз такой вот крутой именно. Здесь мужчина и женщина, они оба дающие. Мужчина дает свою мужскую энергию. Мужчина, он защитник, он добытчик, он оберегает свою маленькую хрупкую женщину. А вот женщина, она нежность, она сердце, она душа. Понимаете, прям такая идеальная пара. Вы, возможно, будете чем-то похожи. Ну, например, у вас могут быть дни рождения в один день. Вы можете быть 1 года рождения. У вас имена могут быть похожие. Вы, возможно, даже вот как какие-то моменты одинаково проживали. Могут быть даже похожи в чем-то характеры, привычки, манера поведения. Ну, вы друг друга точно узнаете, и здесь уже, знаете, все предрешено. Под знаком Девы сойдутся люди. Люди, которые будут друг друга любить, ценить. Тут и страсть, и любовь, и нежность, и все в одном флаконе. 2, еще раз говорю, либо 2 число месяца, тогда у нас получается, когда сентябрь, да, 2 сентября, либо, ну, конкретно указывают, что это будет союз. Настоящий союз, настоящая пара. Но в созвездии именно Девы.
Вот так идет. Счастье свое найдете. И мужчина найдет счастье, и женщина найдет свое счастье. Вы однозначно, вот прям говорят, любовь с первого взгляда. Это про вас. Вот прям с первого взгляда вы друг друга полюбите и к друг другу потянетесь. И в какой-то прям короткий промежуток времени женщина назовет мужчину своим, а мужчина назовет женщину своей. Понимаете, прям как друг другу и откроетесь, и признаетесь. Очень классная пара. Очень классная. И еще, знаете, как вижу, что вы друг другу в энергетическом плане будете очень здорово помогать. Помогать достигать своего предназначения. Достигать, может быть, каких-то своих пиковых моментов. В карьере, может быть, в творчестве. Но здесь замечательно показали, прям в самом корне рисунка. Что у нас сейчас? Май заканчивается, да? Ждать осталось недолго. Буквально тут сколько? 1,5 месяца, да? Июнь и июль. Причем и июль не весь. Так что, мои хорошие, вот он костер вашей любви, вашей страсти. Он загорится. Причем загорится сразу, в один момент, когда вспышка, пух. И вот он костер. Страсть, любовь. Это то, что вас ждет. Конечно, это поменяет вашу жизнь. А ну-ка, то вы одна были или один, а теперь вас двое будет, и между вами вот такие теплые, невероятные отношения. Они и теплые, и в то же время жаркие. Чудесно. Чудесно, как говорится, совет да любовь вам. Справа. Но здесь более скорое событие. Здесь, знаете, как показывают? 2 и нолик, 20. Либо 20 число следующего месяца, либо через 20 дней. Здесь что-то решится. Здесь огромный такой валун, камень такой, знаете, неподъемный. Он как на 2 части расколется. На 2 части. Причем вы стоите рядом, вы опешили, вы не знаете, как на это реагировать. Да? Может быть, вы уже даже смирились с тем, что этот валун на вашей дороге, его никак нельзя убрать. Может быть, даже думаете, буду менять направление движения. Да? Ничего поделать с этой проблемой я не могу. А это, кстати, какая-то очень серьезная проблема, прям совсем неразрешимая проблема. И вы такой, либо такая, ничего не поделаешь, да. Надо смириться, надо все оставить как есть, идти в другую сторону, искать другие пути выхода. Но не тут-то было. 20 дней, либо 20 числа следующего месяца. Этот камень просто расколется на 2 части. Перед вами эта дорожка и откроется. Вот чего бы ни касалось эта проблема, но это прям очень серьезная проблема. Проблема, с которой вы сейчас уже не можете справиться. И дальше, знаете, оно как ухудшается. То есть, может быть, вы пробуете какие-то методы, методики, кого-то подключаете, у кого-то что-то спрашиваете. А оно прям нет, не идет. Валун, что с ним сделать? Ничего не поделать. Маленький человек не сможет ничего сделать. Даже если будет много маленьких людей, все равно они этот валун не вытащат. Тут провидение и раскол, он сверху начнется. То есть либо какой-то закон будет принят, либо, может быть, высшие силы немножечко так для вас постараются. Но явно расколется этот валун, на 2 части расколется. И вы сможете пройти, вы сможете это все завершить, закончить, пойти дальше, да, решить эту ситуацию, избавиться от этой проблемы. Но это будет. Это будет 20 дней, либо следующий месяц 20 числа, но не позднее. Так, и еще выше. Здесь, скорее всего, какие-то семейные проблемы, семейные баталии. Мужчина и женщина, причем так странно показали. Если здесь высокий мужчина и маленькая женщина, то здесь наоборот, очень высокая женщина и маленький мужчина. То есть я так понимаю, что в вашей паре все-таки главная женщина, да, либо, не знаю, чтобы никого не обидеть, может быть, более лидирующую позицию занимает, да, женщина. А мужчина, он как бы ростом не выше, да, мягко скажем. И я так понимаю, что у вас есть семейная проблема, либо вы ругаетесь постоянно, либо кто-то мешает постоянно, либо есть, возможно, третье лицо, которое прям лезет, разбивает вашу семью.
Но мне идет, что вы в облаках, то есть какая-то смута между вами происходит, какие-то ссоры, ругня, раскол, да, раскол происходит. Вы как друг от друга отдаляетесь, хотя на самом деле вы друг для друга созданы, но при этом отдаляетесь. Вы знаете, если вы расстанетесь, это будет непоправимо, это будет настолько больно, настолько неуместно, и счастье это не принесет ни вам, ни мужчине, если вы расстанетесь. Хотя, да, в сегодняшнем дне все невыносимо, и продолжать так дальше нету большей сил ни у мужчины, ни у женщины. Смотрите, здесь показывают мне действительно вот руки, которые вот лезут и мужчину дергают, не женщину. Дергают мужчину, мужчина так ведет себя капризно, неправильно. Вы, соответственно, как женщина, раздражаетесь, и вам хочется просто вот пендаль ему дать и все, и забыть об этом всем. Но вы знаете, что вы сама проживете. Да, это факт, это неоспоримо, вы сама проживете. Но качество вашей жизни, ваши душевные страдания, ваша боль сердца, ну вот, а что вы с этим будете делать? Пока он перед глазами, он вас раздражает, вы на него злы, да, вы готовы его там пендалем куда-нибудь выпроводить, чтобы прям вылетел. Когда его не будет, девчонки, ну вы же тосковать будете, вы же тосковать по нем сильно будете. И вот эта третья персона, ну она же будет ликовать, она специально будет все делать, чтобы вот вам лишний раз показать, что да, вот теперь он мой, теперь он мой. Кстати, не обязательно женщина-разлучница, это может быть и мама, ревнивая мама, которая портит ваши взаимоотношения специально, чтобы, как же, сынок, я же для себя его рожала. Как же так, как я отдам его, да, он должен быть моим, пусть он будет одинокий, пусть он будет несчастный, пусть потеряет жену, детей. Но главное, чтобы рядом со мной был. Вот. Это, кстати, ужасно. Кто столкнулся, девчонки, ну вот правда, сердечко за вас болит. Значит, смотрите, что здесь произойдет. Здесь эта ситуация проходит по 3 тройкам. Первая тройка. Она не показывает число, она показывает стороннюю помощь. То есть вам двоим не справиться, вам нужно будет кого-то привлекать. Ну, допустим, семейный психоаналитик. Может быть, хороший таролог, эзотерик, да, который вот поможет обнаружить вот конкретно, что не так с вами, с вашей семьей и с тем третьим, который лезет. Да, какая-то должна быть информация, вот как разграничить, либо все поставить по полочкам, по своим местам. Это первая тройка. Вторая тройка. Вторая тройка – это работа, борьба. Не просто работа, это борьба. Борьба за свою семью, за свою любовь. Вторая тройка выпадает тоже на вас. Тоже на вас. Ну, потому что вы высокая, и потому что вы ее первая встречаете. То есть это вы, мои девочки, будете бороться за свою семью, за своего мужчину, за свое семейное счастье. Понимаете, вы будете бороться. Я так понимаю, что вам подскажут, вас научат. Плюс у вас еще такой характер, да, вы не привыкли сдаваться. У вас получится. И третья тройка, она показывает время, которое вы потратите. То есть 3 месяца. 3 месяца вы все это будете делать. И обращаться к специалистам, и бороться, и завершать, да, эту всю ситуацию. То есть мириться, восстанавливаться. Еще мне кажется, что вы куда-то будете как перемещаться. Ну, может быть, в отпуск поедете, да, вместе, такой примирительный медовый месяц. А может быть, вы в прямом смысле слова место жительства поменяете, чтобы подальше вот от этих третьих лиц, да, чтобы не знали, не нашли. И чтобы больше вас не дергали. Но вот через 3 тройки у вас идет. 3 тройки. Ну вот вижу, что вы свое счастье никому не отдадите. Нет, да именно женщина. Мужчина тут такой, знаете, он немножко слабенький на фоне женщины. Вот женщина будет бороться. Причем принципиальная и такая вот, знаете, не терпит поражений. Вот за что берется, все до ума доводит. И все всегда у нее идеально. И в этом случае тоже будет идеально. То, что вы на него сейчас обижены, то, что он вам там кучу гадостей наговорил, ну это все забудется. Вот когда вы поймете, в чем истинная причина, ведь он же не просто так вам это говорит, не просто так. Его, возможно, накручивают, на него, возможно, магичат, понимаете, вы все разные. Но когда вы поймете, у вас эта спортивная злость проснется, вы скажете, сейчас я отдам своего мужа, и начнете бороться и победите. Тут через тройки все у вас идет. В самом центре у меня Луна и человек,
который и хочет повернуться к Луне, но боится. Вот как ждет какого-то толчка, ждет какого-то знака, ждет как сигнала, может быть, знамения. Ну, по Луне что может быть? Раскрытие талантов, реализация, известность, популярность и также магия эзотерика, да, экстрасенсорные способности. Вы все разные, у каждого свои планы, свои мечты. Здесь не показывают точную дату, не показывают точный месяц. Здесь показывают именно событие, которое вас раскроет. Ну вот то, о чем вы мечтаете, оно раскроется. Событие острой необходимости. Вот прям необходимо будет что-то сделать. Ну, допустим, если мы говорим про работу, да, необходимо будет найти работу, либо вам очень захочется повышение получить, да, и вы себя будете раскрывать, свой талант будете раскрывать. Если мы говорим про популярность, ну вот, как бы творческий поток, его не остановить. В какой-то момент вас заметят нужные люди. Может быть, там алгоритмы ранжирования вам дадут, да, вы ведь все разные. Здесь именно момент идет. Если мы говорим про эзотерику, в случае острой необходимости, может быть, вы давно увлекаетесь, например, там, ну пусть будут карты, да, либо вы обучаетесь магии. Вот будет случай, когда деваться некуда, нужно будет себя применять, да, себя пробовать. И вот этот случай и будет толчком. Не показали, вот честно говорю, не показали ни время года, ни день, ничего не показали. Вот показали именно толчок. Вот будет толчок, причем такой, знаете, немножко на нервах этот толчок у вас идет. Когда вы в стрессовой ситуации, как говорится, деваться некуда, придется самой, да, либо придется раскрываться, вскрываться. И вы это сделаете. Вы это сделаете. И после этого дня все, уже никакого напряжения не будет. Если вы творческий человек, вы будете развиваться в творчестве. Если вы карьеристка, либо бизнесвумен, бизнесмен, вы будете именно развиваться в этом, уже ничего бояться не будете. Если вы эзотерик, либо маг, но опять же, вы себя попробовали, свои силы применили, как на практике это все прочувствовали, увидели результат, все, дальше вы работаете свободно и не напрягаетесь. То есть тут именно случай идет. Так, левая сторона. С левой стороны здесь люди как бы делятся. Одни налево, другие направо. Причем те, которые направо, они не хотят смотреть на тех, кто налево. Они хотят их скорее забыть. Да? Вот они отвернулись спинами. А вот те, кто слева остаются, они вот с надеждой и воланиями вот так руки прям, да, протягивают к тем, кто справа от них отвернулся. Но вот почему-то идет аналогия с праведниками и грешниками. Вы меня извините, но вот идет такая аналогия. Здесь осень, здесь четко осень, причем осень, золотая осень. Такое впечатление, что вы как куда-то уезжаете, переезжаете, может быть, даже эмигрируете. Но опять же, вы все разные. Но вы от чего-то плохого уезжаете, либо именно для праведников будет шанс изменить свою жизнь, уехать туда, где хорошо, где спокойно, где есть возможности, где жизнь достойная, да, достойная. Ну а те, кто грешники, вот они там и останутся. Либо люди, которые, например, вас там как-то там донимали, третировали, какие-то гадости вам делали, вот вы от них уедете. Может быть, вы живете с дурными соседями. Кстати, вот как вариант, да, живете вы с дурными соседями, которые постоянно там то бьют, то рыгают, то морально разлагаются, то еще что-то прям нехорошее происходит. И вы просто мечтаете поскорее съехать, переехать осенью. Золотой осенью у вас это произойдет. Ну, либо вы действительно задумали иммиграцию, уехать из страны, которая вам, например, не подходит, где вы очень много там проблем познали, очень много там гонений, каких-то еще моментов, таких, знаете, неприятных. Вот осень идет. Ну, уедете. Здесь не просто один человек, семья уезжает. Не один человек, 100% семья. Ну, либо все вместе, да. Возможно, даже как и друзья, да. Ну, вот какая-то небольшая группа людей будет уезжать. Как-то быстро,
четко, и вы уезжаете. Ну, либо переезжаете. Так, есть у меня человек, который в очень каком-то пространстве находится, когда, знаете, вот все давит, стены давят, потолок давит. Но так могут показывать ограничения в виде заключений, и также могут показывать, например, болезненное состояние, когда вы просто не можете выйти из дома. Да, вот так болит, либо вы обездвижены, может быть, даже частично обездвижены, вы не можете просто вот чисто физически выйти. Такое состояние ограничений. Возможно, даже как под следствием человек, либо подписка о, не знаю, невыезде, домашний арест, да что угодно может отыграться. Это либо про вас, либо про ваших близких, тех, за кого вы переживаете и кого считывает песок. Но здесь человек вот как-то прям сильно ограничен. Смотрите, здесь великан, который, вот просто он эти стены, вот как, знаете, это, оп, и раскрывает. Главное, вот потолок снимает. Потому что потолок, он больше всего на вас давит. Доктор, да, специалист, который вам там, не знаю, назначит классное лечение, пролечит, может даже прооперирует, если необходимость есть. Либо очень крутой, допустим, не знаю, юрист, да, адвокат, который там чудеса творит и этими законами жонглирует, как в цирке. Великан, то есть это человек великий, он непростой, непростой рядовой какой-нибудь там специалист. Это человек с именем, с историей, с репутацией. Крутой, очень крутой. И вижу, что этому человеку будет, конечно, тяжеловато все это сделать, тяжеловато выполнить. Тут идет у нас 7. Он даже вам в руках ее несет, эту 7. Смотрите, у кого-то из вас отыграется 7-й месяц, а у кого-то отыграется через 7 месяцев, либо в течение 7 месяцев. Понимаете, разные. И ситуации у вас у всех тоже очень разные. 7, он 7 показывает. 7, кстати, еще и успех означает. То есть, успех будет по-любому, потому что очень крутой человек будет заниматься вами, вашим делом. И либо 7-й месяц, либо в течение 7 месяцев, либо через 7 месяцев. Стоит. Это того стоит. Здесь точно будет результат. Причем очень классный результат. А здесь у меня человек, которого вы ждете. Человек, который возвращается, приедет. Смотрите, либо возвращается, либо наконец-таки приедет. Возможно, этот человек вам очень долго обещал, и только лишь к зиме он к вам приедет, доедет. Возможно, человек и сам не знает, да, когда сможет приехать зимой. Возможно, человек, в принципе, возвращается к вам, возвращается в вашу жизнь. Тоже произойдет зимой. Зима, именно конкретно зима. Так, что бы там ни было с этим человеком, здоровье, внешность, это все не важно, это все мелочи. Главное, что он едет к вам. Как обещал, либо как вы ждали, просили, именно в таком ключе. Едет именно к вам. Так, еще у вас тут ключик вышел. Ключик очень, кстати, красивый. Прям такой миленький. Даже немножко на сердечко похож. Это может быть как и тайна, да, тайна, которая вам откроется, так и обретение своего жилья. Временного, постоянного. Кстати, аренда тоже может туда быть приписана. Вы все разные, вы все разные. Жилье, которое вы будете любить. Либо тайна и секрет, который прям по сердцу придется. Да? Чтобы сердце успокоилось, вы узнаете нужную, правильную информацию. Здесь, в зависимости от того, что это будет меняться и время. Если мы говорим о тайнах и секретах, то это лето этого года. По очень яркому и жаркому солнцу это будет август этого года. Если мы говорим о жилье, это следующий год, причем время, когда будет очень яркое и жаркое солнце.
Опять же, вы все разные, у каждого своя погода, свои климатические условия. Ну, я могу предположить, что август, потому что в моих широтах август самый жаркий месяц. Да, возможно, вы в других широтах живете, и у вас другой жаркий месяц. Но вот самое активное, яркое солнце. Смотрите, жилье — это следующий год, а если тайна секрет, то это этот год. Но, тем не менее, вот по сердцу вам приходится, по сердцу. Вы прям сразу полюбите жилье, понравится вам эта квартира, домик. Может быть, договор купли-продажи будет заключен. Если мы говорим о тайнах и секретах, вот прям сердце сразу отойдет, успокоится, и больше волноваться вы не будете. Да, может быть, какой-то вопрос закроете. Может, сейчас живете вы с занозой в сердце, все думаете, вот что случилось, что произошло. Узнаете, вы все узнаете. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.